Всем большой привет, друзья! Среда, 16 апреля. И выезжаем на закрытие зимнего рыболовного сезона. 10 апреля с Иваном Григорьевичем по телефону мы договорились, что в этот день мы выедем на закрытие рыболовного сезона. Это не столько рыбалка, не столько поимка рыбы, как праздник, завершение сезона. И традиционно мы с Иваном Григорьевичем практически каждый год в последнее время уже отмечали его на озере. Вот так 10 апреля мы построили планы, что в этот день мы поедем на рыбалочку, на закрытие с ночевочкой. Но, к сожалению, уже вечером 10 числа поступила черная весточка такая, что Иван Григорьевич пропал. До ночи искали, были в поисках, нашли лодку резиновую, на которой он переплавлялся за береги, чтобы половить тяга. Ну а утром 11 числа нашли тело Ивана. Вербное воскресенье проводили последний путь. В пятницу будет 9 дней, послезавтра. Ну, если мы с ним уже запланировали этот выезд все-таки, конечно же, будет. И поеду на этот раз не с Иваном Григорьевичем, а поеду с Серегой. Серегу мы, кто давно на канале, тоже ни разу же видели. Деревянных дел мастер. Канал у него свой тоже есть. Раньше он назывался Carving Art. Показывал, как он изготавливает скульптуры из дерева и все такое. Подъезжаем к дому Серегиному. Ну а дальше что получится, мы скоро сами все увидим. Получается, рыбалка это будет в памяти нашего дорогого друга Ивана Григорьевича. Как-то вот так. Как всегда, привет. Как всегда, Серега с полным рюкзаком. Рыбу-то столько привезешь обратно, нет? Да, мы же не за рыбой едем. Все понятно. Давай, там багажник, если что, тоже свободный. Оксана, поехали с нами? Нет, спасибо. А чего? Будешь там? Погода наладится. Будешь там уху варить? Сейчас холодно. Все, Все, давай. поехали, давай. Ну, До завтра. Работу, а сам на рыбалку. Все понятно. Ни хвоста, ни чешуи, Иван. Погнали. Вон, кто не знаком с Серегой, знакомьтесь. Сергей. Привет, Канал. ребята, всем. Раньше был Carving Art, сейчас Родники на севере. Радники на севере. Так что заходите. Ты где сейчас? На ютубе есть? На ВК-видео. ВК-видео. Один только канал, одна платформа, Пока да? только там Остальные держу. все запомнил. Ну я тоже, практически у меня тоже, наверное, ВК-видео одна осталась. Ну, Рутуб еще немножко. YouTube грузить ничего пока не могу. Потому что он заблокирован. Кто-то как-то умеет. Я через VPN еще смотрю ролики. А не, я что-то не могу. Я пробовал, у меня компьютер завис. И я не стал больше рисковать. Может, не тот VPN загрузил, хрен его знает. Не могу ни смотреть, ни грузить. В общем, будем работать там, где это возможно. Ну что, погнали? Погнали, с Богом.
Здравствуй, озеро! На озере еще зима, так что мы еще порыбачим. Я боялся, что болото будет оттаявшим. Нормально. Пока все хорошо. Да, ожидается резкое потепление. Да, скоро все будет 1 километр. Но пока лед есть, снег есть, и зимний сезон продолжается. Ну вот мы и доехали. Водичка есть немножко, да? Да, ну так. Это не води. Да, совсем недавно, еще где-то в начале апреля, мы уезжали с этого озера с Иваном Григорьевичем, не прощаясь, а говорили до свидания, потому что мы знали, что мы сюда обязательно вернемся, но судьба распорядилась иначе. Мы вернулись, да, но Ивана Григорьевича уже, к сожалению, к огромному сожалению, уже его нет, и он уже никогда не сможет прийти и порыбачить. Так что та рыбалка была для него последней на этом озере. Получается, тот раз он попрощался. Сейчас посмотрю, конечно, я тот крайний ролик. Что-то ведь он говорил. Когда здоровался или когда прощались, что-то он говорил. Сейчас я поищу и вставлю вот это. Ну, поздоровайтесь с Иваном Григорьевичем. Здравствуйте, пожалуйста. Я же не браконьер. Да. Мне хватит одной удочки. Ну, здравствуй, озеро! Привез я к тебе Ивана Григорьевича. В этом году ты его еще не видела. Нет, нет. Обычно мы с Иваном Григорьевичем здесь на закрытие сезона. В этом году до закрытия сезона еще далеко, но мы уже здесь. Сегодня уже вон Иван Григорьевич приготовил блесенку, удочку. Короче, у окуня нет шанса. Иван Григорьевич, помашите ручкой. Да. Пока-пока. Всем спасибо за внимание, всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Ну а мы что, раз приехали, до приезда или до первую рыбку? Или то и другое? И то, и другое, да. И что, наверное, закрываем сезон, или ты еще приедешь? Ну, наверное, я так думаю, закрываем. Посмотрим вообще-то по итогам сегодняшней рыбалки. Мы еще посмотрим. Может, еще неделю будет зима стоять, и может быть еще приеду. Но Серега закрывает точно, наверное, да, уже? Я, наверное, тоже, потому что мы хотели в этот день закрыть сезон с Григорьевичем. Так что закрываем. Это у нас крайняя, не последняя, крайняя рыбалка в этом зимнем сезоне. Ну а какая она получится, мы это сейчас увидим. У Сереги тут целая столовая, блин. Это Смолинского колодца, да, родниковая вода? Да, да, Смолинского. Смолинского, понятно. Чистенькая такая. Которую я в прошлый раз привозил. Ясненько. Здесь что? Жаркое. Жаркое теплое еще, да? Теплое еще, я говорю, надо сейчас покушать, пока тепло. Ага. А тут? Это новые блюда по новому рецепту. Чебуреки? Немного другое. Да. Ну, так, ложки.
У Сереги постоянно мы, сколько у нас уже, рыбалок 5 было совместных, да? Не меньше. Всегда наготовит, привезет то чебуреков, то это. Все доготовлено. Я, в принципе, тоже стараюсь брать все готовое, потому что ну, удобно, не надо ничего готовить, подогрел и все. Так, наверное, ни хрена не слышно будет, ветер такой. Так, ну что, давай, зачисляй. Закрытие рыболовного сезона — это всегда, конечно, праздник, но на этот раз ужас, ветер какой. Что-то он несет, или потепление, хотя дует с севера, вроде как. Но на этот раз наше закрытие — праздник со слезами на глазах, как говорится. И даже не третью, а первую стопку мы выпьем не чокаясь. Иван Григорьевич. Да, вспоминая, конечно же, Иван Григорьевич. Как Был очень... в прошлый раз мы с ним рыбачкой вот этот отстрелял постоянно. Все говорил. На, сюда раскладушку говорит, поставить. Не слышно будет, тут громче говори. Давай-ка покойся с миром, Иван Григорьевич. Пусть земля тебе будет пухом. Закрываем сезон без тебя. А ничего, молдавская водичка-то? Чистенькая. В прошлый раз ты сказал, что Главное, чистенькая. чистенькая. Ужас такой ветер. Ой, даже сносит. Ну, Я как представляю, что на пятере творится. О, закрыл хоть бутылку? Да. и тут смотри, нигде не встанешь так, чтобы ветра не было. По берегу смотришь, Ну, если только в тот угол. где Да, ну сейчас посмотрим, как будет, если будет совсем никак. Найдем, спрячемся за стеной леса. Все-таки это не Печора, это озеро. Вот, смотрите, что творится. Снежные смерти. Метров 20, меньше в секунду, наверное. и берегам. Как-то вот так. Не знаю, как будет слышимость, наверное, никакая. В общем, короткий перекус. Ну и посмотрим, что там, как там дело обстоит с нашими окунями. На этом озере никакой другой рыбы нет, только окуня. Посмотрим, крупный шевельнулся. Черномазый. А? Черномазый окунь. Ну да. Весь тебя. Так, ну что, славненько пообедали. Брюхо набили. Красота. Начинаем рыбалку, в общем. Я, как обычно, своя блесенка. Одного крючка уже нету. Отломан. Серега вот на печорской снасти, на которой он уже и хариус, и сега наловил. Вот такая вот с мушечкой. И муравей такой на опарыша. Ну, кто как привык. Я на озерах, если окунь ловится на блесну, мне больше нравится на блесну. А так посмотрим, как кому и что. В общем, проверяем. Вот тут раз, два, три, 4, 5, 6, 6 уток, 7. Если поклевки будут, будем буриться дальше. Если не будет, спасаемся от ветра и идем в начало озера под защиту лесного массива, так скажем так. Потому что здесь, ну, ничего, наверное, и не слышно, и холодно, прохладно. Даже вот парка спасает, а руки, лицо даже... Сколько сейчас? Около 0? Нет, минус, наверное, все-таки, да, снег не тает. Снег не тает, Минус- но видишь, ветер. Минус Может, 2, наверное. Может, да, не, может даже 0. 0. Ну да, вот. Ну да, на границу, скорее всего. Где-то около 0 температура, но с ветром как минус 15 все ощущается. Все, погнали. Начинается новый день. И машины туда и сюда. Ты говоришь, А? ты говоришь, видишь,
Мелочь. Не, цепляется, если он ловится, мелочь ловится, все равно. Сейчас попробуем. Уже замело, он только-только пробурился. А где она, эта лунка? Вот она. Уже замело. А черпак не взяли, да? Ой, ёшкин кот, еще и чистить руками. Ты тоже черпак не взял? Да, у меня вон черпак. Такая же херня. Так, отпускаем до дна. Отпускаем до дна. И потом 3-4 оборота. И коза. Ага, и Федота. А посмотрим, что там скажут нам наши окушочки. Ни хрена глубина. Да что такое? Все вроде, вон все. Нашли дно. Давай сначала попробуем полметра от дна. Но как бы я уже знаю, что здесь окунь повыше, так что сразу делаю 1, 2, 3. 3 оборота, это где-то будет около метра от дна. Повыше тут рыба, Серега, если что. Ну пробуй все уровни. Сейчас посмотрим. Блин, руки мерзнут даже сегодня. Ветер, ветер, ветерок. Некомфортно сегодня, некомфортно рыбалка. Так что, скорее всего, будем прятаться от ветра, поедем туда. Там все лунки уже замело. Ха-ха, первый? Сантиметров 31. Да? Счет открыт. Есть первый окушар. На мормышку с опарышем, да? Я пока гоняю блесну. О, второй чуть крупнее уже, да? На муравье. Мормышка работает лучше, чем блесна. Пока. Далеко от дна? Нет, сантиметров 30. я говорю. А, и все. Третий. Ну что, процесс пошел. Сантиметров 30. Вот до дна опускаю, чуть-чуть, ну вот так поднимаю. Ну, и бьет, да, уже? Значит, получается, отпустились на дно уже. Кислорода уже хватает. Блин, меня пока не хотят. Блесну-то. Оп, опа, зато какой удар был. Вот, ты же говоришь, что блесну хоть это мело, хоть крупный клюет. Да-да-да, удар был хороший такой. Видишь, это у меня пока одна мелочь. Удар был. Но видишь, у меня крючок только одинарный, он промахивается, много промахов. Но удар такой серьезный был. Ничего, сейчас подойдут. Опа. Это такой же. Вот тут с Григорьевичем даже это, как бы, мини-соревнования вели, там 1-1, 2-1 там. Ну, как правило, я проигрывал, конечно, бля. Григорьевич сказал такие заклинания, что
с нами не поделился. Да-да-да. О, второй. Нет, ушел. У него клевало даже когда ни у кого не клевало. Чего-чего, это у него получалось. Все, клунки подошли, теперь они наблюдают на эту... О, по зубам прошелся. Оп. Все, приманили, подошли, все, начало тоже тюкать. Оп. Мажут только, видишь, один крючок он промахивается. Оп. Второй. Этот уже пободрее. Не, этот. Тоже дрищ-пакет. Как говорится, с них это... Мы знаешь, что делали? Снимали шкуру, щетиной и все, и жарили, как креветки. В тесте. Ну, в муке. В кляре. И нормально так. Надрезы делаешь плавника слева, справа. Щетину убираешь, шкуру снимаешь с башкой, с кишками. И остается только филейка на позвоночнике. И потом это обжаривали в масле. Я говорю, как креветки, только щелкаешь их. Четвертый. Крупняка пока не видать. Мне жена скажет, я тебя на рыбалку отправила, а ты мне рыбу принес. Опять до ночи чистить надо. Серега, смотрю, там я уже кабанов нашел, да? Двух? Хрюкали? Ага. Визжали. О, подряд? Обоих одного за одним, да? О, красавцы. На мормышку, на нимфу? Мормышку один оборвал мне, видишь? Вот этот. А, прямо вот здесь на льду уже. Оборвал. Поставил другую, поймал и вместе с этой мормышкой, которую оборвал. А, то есть второй раз взял? Сначала оборвал, а потом попался сразу же? Попался, и вот он мне одну оборвал, блин. А. И попался, и вот это хоть. Со своей же мормышкой, да, получается? Нормально. Четенько, ты все на одной лунке так это, да? С одной лунки, да. Там что, у тебя парыши? Там, да, крышку потерял в условиях. А унесло? У меня там еще коробочка есть сейчас. Так это, засыпет их сейчас здесь. Что, не догнать, что ли, крышку? Да, уже не догнать. Ужас, погода, да? Какой так. Может успокоиться, блин. А мне товарищ, друг с Ямала звонил, Санек Хусаинов. Все, у меня когда Григорий что-то не стал, у меня телефон 4 дня, наверное, разрывался, блин. Я представляю. Я не отходил от телефона. Со всей России. Ну, ладненько, давай, дергай, я тоже попробую. Что тут у меня тоже вот два. Он лунки заметает. Или тут что, где уже? Уже замело лунку. Хрен найдешь уже, блин. Ужас, а не погода. Здесь вон сколько? 3, 4, 5, 6, 7. И тут вот парочку. Ох. Погодка жесть, конечно, сегодня. Снега нет, хорошо. Нет дождя, хорошо. Но вот ветер этот. Ужас. Серега! Тоже кабанчика вытащил. Хапнул, блеснул аж. Ударил так, чуть удочку с рук не вырвал, блин. Заглотил аж до жопы, блин. Ой, энцикадан. Вот таких бы, да, побольше. Красота. Ну-ка, где парочка? Пара-па-пара-пара-пам.
Только-только выключил камеру, считай. Было ниже, чуть поднял, пару оборотов. И сразу последовал удар. Красиво бьют, конечно. Еще один такой зачетный. Энцкадан. Только-только Сереге предложил отъехать куда-нибудь от ветра, чтобы лес стал глухой стеной от ветра. Станет лес глухой стеной нам с тобой, из заплеванных колодцев не пить. Серега говорит: не, никуда не поедем, говорит, клюет. Ты, говорит, там может тоже клевать будет, но хоть от ветра меньше будет, а то аж сносит, блин, сидя. Оп, вот. Клюет, да, клюет. Мелочевка, но клюет. Ну, по паре крупных уже. У тебя 2, да, Серега? Крупных? 3 уже? О, Серега уже вырвался вперед. 3 кабанчика. У меня пока 2. Получается, мормышка работает лучше. Хотя блесна вроде тоже работает. Ну, тут дело случая, скорее всего. Как кто подойдет, тот и возьмет. Оп. Красота. Эх, Григорич. Как бы он сейчас был довольный попасть на это озеро, подергать этих окуней. Ему нравилась вот такая вот рыбалка, тоже озерная, окунявая. О, 4 уже, молодца. Никто же не придет сюда. Ну, в смысле, не то, что никто. Никогда уже Григорьевич не будет здесь. Осталась только память. А память будет навечно. Всегда будем помнить. Тюкать не попадает. Одинарный крючок. Без вообще никакой подсадки. Без вообще никакой подсадки. Попробовать глазик поставить. Серега там зверствует, аж дуплетом ловит. По 2 окуня уже. На мормышку и на нимфе одновременно 2 окуня сейчас поймал. А прикинь, 2 горбача ударит. Как тащить-то будешь? Так, 2 лунки вот рядом, которые отработали. Ушел на глубину. На глубине поклевок. На глубине поклевок нет. Все-таки окунь держится ближе к краям. Ближе к краям. Он уже раз 10-15, наверное, подкинул. И пока тишина. Хотя прошлый раз одного крупного здесь поймали вроде бы как. Ну-ка попробуем до дна отпустить. Так, все, дно. Дно. Вот на самом дне попробуем. Подводную камеру не достаю, потому что светит солнце. Монитор бликует, и все равно ничего не увидишь. Так-то уже ничего не вижу, глаза уже болят. От солнца слепит, от снега отражает. Ты смотри-ка, здесь не хочет. Так, ладно. Серега там дергает с одной лунки, все. Оп, нет, есть. Что-то повисло. Опа, ушел.
Такой средненький, что-то шло. Если нет, так попробуем вдоль берега так обуриться. Оп, подошли, что-то есть, начались поклевки. Поначалу, о, это хорошенький был. Раз 15-20, наверное, дернул, ни одной поклевки не было. Видать, подошли и пошли поклевки. Ну все, мажет, не попадает. Одинарный крючок там. Из-за этого, ну да что ты, ёшкин кот. Блин, раз 7 уже промазал. 8. Издеваешься, что ли? Сейчас другую блесну поставлю. С тройником. Да что такое, ёшкин кот? Мажет и мажет. 9. 10. Он куда-то бьет не туда вообще, блин. По блесне, что ли, бьет? Или может блеснуть что-то не так? Ну что, подряд 10 раз промахнуться. Ха-ха. Серега! Я думаю, что бьет и мажет, мажет. А у меня крючков уже не осталось. Блесна без крючков. Я думаю, что все мажет, блин. Сюда надо будет повесить через заводное кольцо тройничок маленький надо будет повесить. Так, ну что, все? Я думаю, что-то не так. С блесной что-то не то. Ладненько. Не будем ничего придумывать, поменяем удочку. Думаю, не может быть такого, чтобы бьет и бьет, мажет и мажет. Вон оно, в чем причина. Второй крючок сломался. Блесна хорошая, но крючки слабоваты. Со временем они ломаются. Вон, на такой сейчас попробуем. Ну, вот у меня типа такой тоже. А, ну это большая длинная, у меня коротенькая. Какая разница? Зато с тройником, наверное, уже не промахнуться, а то с одинарным. Я думаю, раз промах, 2 промах, 3 промах, 4 промах, 10 промах. Там... Достаю, а крючков нету. Долбит, блин. Ну да. По 5 горбачей еще вытащим. А почему бы и нет? Так, ну чё, посмотрим, что вы на это скажете, друзья, товарищи. Где же вы теперь, друзья, однополчане? Так, раз, 2 и 3. Так, все, перебор. Пока перебор. Так. Оп, уже бьет. Уже бьет. О, смотри, сразу. Я еще глубину не нашел, сразу ударил. О, блесна. Работает. Вот Янцикаден. Я только еще глубину ищу, а он уже ударил. Там может где-то быть и крючок быть еще во рту. О, уже бьет, смотри. Сразу. Даже до дна не доходит. Жора пришел, Жора. Эту блесну даже лучше бьют. О, сразу. Опа. Смотри, Серега, сразу вон.
Вот это кабан. Вон, только-только блесну поменял и сразу пошло. Видать, чем крупнее блесна, тем лучше. Вон, какие кабаны пошли. Я так и не нашел еще глубину. Вон, долбит прямо на спуске. Вон, плавно спускаю. И уже долбит. О, уже бьет. Ты тоже на блесну, да? На мормышку? О, первый раз вот, оп, уже бьет. О, красавцы все пошли. О, стоило только поменять блесенку. В принципе, она такая же, только там был двойной крючок, а здесь вон тройничок с капелькой как бы. И все, пошли красавцы. Вон 3 крупняка и один только мелкий. Даже ничего не играю, вот прямо на спуске медленно блесну, отпускаю. Уже бьет. Этот мелкий, ладно. Да ёшкин кот, чё вы? Тройник вам не одинарный крючок. Ладно, попробуем подпускать. Все. Смотрю, уже они в молоке все, вон. Обкончал всего, блин. Хулиган. Молоко уже брызжет с них. Готовится к нересту, видать. Очень мелких буду кидать обратно в лунки. Нафиг они не нужны, когда клюют такие красавцы. Вот. Серега! Я мелких, наверное, обратно выкидывать буду. Тебе не нужны мелкие? А? Да? Смотри сам. Вот так вот. Один туда, другой сюда. Как-то вот так. Ушел. Все, отпустили. Нет, еще есть. Заглатывает капитально. Ведро, в принципе, есть. Можно позаморачиваться, мелочь выловить отсюда и перевести на то озеро. Но что-то с таким ветром вообще неохота это все заниматься. И вот. Кабанчики обнадежили, подняли настроение. Не знаю, это может временное дело, конечно, но посмотрим. 3 штуки подряд. Я даже не успевал дна найти. Вот, допустим, так падает. И они уже кидались. Оп, вот так вот. Опа. Опа. На спуске, плавные спуски бьет, считай. 4-й. Красавец. Янцкадан. Да если такие будут бить, нафига мелочь нужна? Красота. Вот, смотри, Серег, вот так вот плавно отпускаю блесну.
И на спуске прямо херачит, бьет. О! Даже не играю, просто на плавном спуске. Не, на этот раз не получилось. О! Это мелкий. Ну-ка вот так вот. С высоты начнем, попробуем. Отпустили. Теперь потихонечку поднимаем. Оп, уже висит. О, неплохой, нормальный, съедобный. Рабочая блесна. Спасибо Михаилу. А я все менять не хотел. Как начал на одну блесну рыбачить, так и ловлю на нее. А тут вон. Оказывается, еще лучший вариант есть. Но этот мелковат. Это тем более слабо зацепился, этого отпускаем. Ну-ка, по классике. Все, кончился крупняк. Ну как они красиво бьют, а? Просто удочку вырывают с рук. Опа, уже сидит. Уже сидит, ушел. Как-то вот так, друзья. Получаем огромное удовольствие. Это мелкий. Мелкий. Как бы радовался Иван Григорьевич этим поклевкам. Но, увы, не судьба. Только что был сход крупного окуня, прям в лунки ушел. Выпустил, наверное, где-то штук с десяток уже мелких. Мелочь была. Его сейчас клюнул крупный. И как бы есть надежда, что клюнет еще раз. Потому что, как показывает практика, уколов он не так сильно боится. Вот. Да, вот он. Энцкаден. Крупного сразу заметно поклевки. Такой удар сразу, бам. Мелочь бьет так себе, бам. А этот бам. Вот так вот. Как-то вот так вот. Берем сегодня один крупняк. Поначалу еще кидали мелкого немножко. Но сейчас уже не вижу смысла. Клюет. Даже если 1 к 10 будет клевать крупный, уже хорошо.
Опа, вот это тоже хороший был. Чуть-чуть раньше времени выдернул со рта. Он только кинулся, получается. А я в этот момент поднял. Укололся хорошо. Не знаю, возьмет ли еще раз. Но был хороший. Прям хороший. И такой же. Что, собрал всю рыбу? Ведра нет? Пол ведра? В общем, закоченели от ветра. Вроде бы и не холодно, но ветер капец какой. Собрали всю рыбу. Попробуем переехать в конец озера. Не знаю, будет ловиться там рыба или не будет, как здесь. Но здесь уже нет никакой возможности. У нас пошла спортивная рыбалка. Поймал, отпустил. Крупняк обнадежил. Вот. Купра изредка поклевывает. И мелкого окуня я отпускаю. Вообще-то не любитель спортивной рыбалки, но что-то лень заморачиваться мне сегодня с ведрами, с таким ветром. И все такое. Да и выход на лед на том озере, то озеро почему-то быстрее гниет. Там уже опасно выезжать на то озеро. Сверху может быть и корочка есть, но возможно сам лед уже одна каша. Пошла мелочевка, крупняка больше не видать. Меняем лунки. Что-то мне кажется, возле берега, наверное, мельче, в глубине глубже, нет? Да. Что-то или это совпадение, или так совпало, но на глубине что-то я половил крупняка. А здесь что-то одна мелочь. Ох, какой сейчас сход был, блин. Такой удар. Я тяну одной рукой этого окуня, второй рукой включаю камеру. И прямо в лунки. Прямо в лунки сошел. Хорошенький был. Серега тоже вытащил кабанчика сейчас. Рыбу собрались ехать и пошли поклевки опять. Немного решили задержаться пока. Блин, есть крупный окунь здесь. Так вот, потихонечку вот спускал. И именно при спуске, при медленном спуске, он бьет просто дико. О, опять, видели, да? Но это сейчас я просто прошелся по зубам. Даже непонятно было, крупный, мелкий. Ну, вроде только приостанавливает кивок. Надо уже дергать. Ну-ка, если спускать вот так вот, покачивая. Оп, тоже сработало.
тоже дернуло. Окунь есть, надо просто найти к нему подход. Не зря. Еще один кабанчик. Почему-то мелкий окунь с молокой уже брызжет только так. А у крупного окуня молоки еще нет. Вот так вот плавно отпускал. В общем, работает эта система. Плавное отпускание. Или просто ровно так плавно отпускать. Тоже поклевки были. Или с небольшим колебанием вот так вот. С самого верху просто начинаешь вот так раз. Блесенку покачиваешь немножко там. И оно, видать, видно издалека, и окунь подходит. Ну, не так, конечно, как там с одной лунки 5 штук, одного за одним, но нет, да все-таки поклевки мы видим. Вон еще пару лунок проверю и поедем все-таки от этого ветра. Попробуем до вечера. Если... Оп, вот это был удар. Видали, да? Вот это был удар. У меня же рука вот туда дернулась. Ударил, укололся и ушел. Оп. Не получилось. Ну-ка попробуем так. Не, классика не работает. Это работает. Клюнуло. Но что-то это мелкий вроде бы был уже. А тут аж прямо у меня руку дернул. Единственное, при игре может промахнуться. Вот что он сейчас сделал. Оп, нет. Да что такое? Сколько можно? Вот так вот. Хороший, еще хороший. Вот он, еще кабан. Один ушел хороший, так ударил. У меня чуть ли рука туда не ушла, блин. Не вытянул, ушел. Вон, это второй. Красавчик. Не зря мы остановились здесь. Так. Оп. Это мелкий. Тоже сразу подо льдом. Серега сказал, мелких не отпускаем. С них делают котлеты они. Я с окуней что-то котлеты... Опа, уже сидит. Еще не пробовал. С окуней котлеты. Надо как-то попробовать тоже. С язей очень вкусные котлеты. С налима пробовал. Так себе, язевые мне больше понравились. Вот. Сразу подо льдом. Только толщину льда вот спускаем. И уже следует поклевка. Подошли, видать. Вот лед. Сколько он? Вот так вот, скажем. Да, такое ощущение, что они даже в лунке стоят. Между первым и третьим слоем. Мне кажется, лед даже толще, чем то расстояние, которое проходит блесна. И уже следуют поклевки. Они что, в лунке, что ли, стоят, получается? О, уже сидит.
О, заглотил. Аппетит есть. Так, что мы говорили? Насчет котлет. Вот я думаю тоже, как мы их так жарили просто. Если голову, хвост, иголки, плавники убрать, оставить чисто филешку с костями, как мы вот жарили, и перекрутить через мясорубочку. Я так думаю, котлеты, наверное, не щаковские должны получиться. Можно будет попробовать. Зато там уже 100% все в дело пойдет. Так что не будем больше выкидывать мелочь. Хватит заниматься спортивной рыбалкой. Будем брать всю рыбу. Окуня здесь у нас достаточно. Опа, опа, какая шляпа. Окуня у нас здесь достаточно. Опа. Даже больше, чем достаточно. И как бы надо, как морковочку, прорежать, чтобы оставшимся хватило кормовой базы, чтобы вырасти хотя бы вот до такого размера. Это вот самый крупный размер. Сколько тут грамм? 300, наверное. 350, может быть. Максимум 400. Больше полкило на этом озере я окуня не ловил и даже не видел. Но хоть такие, то хорошо уже. На некоторых озерах они больше таких вот не вырастают. Че, есть поклевки, Серега? На блесну? Давай, давно пора. Мне кажется, все-таки крупняк на блесну берет лучше, когда у него есть жор. Опа, папа. Была хорошая поклевка тоже. О, хороший. Вот он. Видать, второй взял. О, Серега, смотри, кабанчик еще. Пошли, кабанеллы. Давай. У тебя она с капелькой, с тройничком, да? Немножко покачивая, прямо с самого льда отпускай. Вот так вот покачивая, чуть-чуть. И видать, он стоит в толще воды, подходит и бьет. И походу они сильно-то не стесняются. Даже после того, как укололи, все равно, видать, бьют.